Бисмилля, альхамдулиллях, салату ассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях. Амма ба'д, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня среда, а у нас по средам уроки на русском языке, поэтому все те, кто беспокоится и печалится, то, что нету ничего на русском языке, вагазы на татарском и так далее, милости просим по средам также слушать наставления, проповеди, вагазы, касающиеся нашей жизни. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о том событии, которое играло очень большую роль в жизни описания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть именно о том событии, которое по сути явилось переломным моментом, да, тем самым переломным моментом, которое уже в итоге предрекло великую победу, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со сподвижниками, да, откроют Мекку, очистят Каабу от идолов, да, и уже будут совершаться различные обряды уже без элементов идолопоклонничества, без многобожия. И это событие, оно называется Сульхуль-Худайбия. Сульхуль-Худайбия – перемирие при Худайбии. Сначала расскажу историю, как это происходило, а затем уже, иншаллах, поговорим о некоторых пользах, уроках, да, и назиданиях, которые мы можем почерпнуть из этой истории. И, конечно же, перемирие при Худайбии, так называется именно тот самый договор, то самое соглашение, которое было заключено между мусульманами, между пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и мекканскими многобожниками. Это событие случилось в месяц Зуль-Ки'ада, да, это предыдущий месяц, месяцу хаджа Зуль-Хиджа, да, после Рамазана через 2 месяца, в 6-й год по хиджре. И случилось оно в местности, которая называется Худайбия, это недалеко от Мекки. И на сегодняшний день в том месте, оно уже сейчас не называется Худайбия. Кстати, в Саудовской Аравии, многие названия, они уже сменили свое название. Например, то самое Зуль-Хулейфа, да, место, где паломники, прилетающие с Медины, одевают одежду ихрам, она уже не называется сегодня Зуль-Хулейфа, она называется Абьяр-Али. И вот подобные местности, да, они уже время от времени уже, да, и меняются и берут новое название. Сегодня это место называется Шумейсия, да, и в этом месте как раз такие паломники проезжают через большой погранконтроль. Так вот, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перед всем этим однажды в своем сне увидел, как он и его сподвижники входят в мечеть Аль-Харам. И то, что они делают таваф вокруг Каабы, вокруг дома. И затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил об этом своим сподвижникам. И все сподвижники этому очень сильно порадовались. Потому что сны посланников это истина. Сны посланников являются вещами. И тут нужно остановиться на тот момент, то, что у нас, особенно среди пожилого поколения, да, пожилого возраста людей, распространено то, что человек, увидев какой-либо сон, начинает стараться трактовать его. Начинает говорить то, что вот это вот так произойдет, такое произойдет, да. Или же, когда ты, допустим, своим близким родственникам рассказываешь, какие-либо события из твоей жизни, да, они могут говорить, точно, я же это во сне видел. Это точно, я что-то вот чувствовал, что это произойдет. Все, значит, это как совпало с моим сном, говорят. На самом деле, излишне опираться на сны, это является действием, которое под собой не имеет ничего серьезного. Почему? Потому что сны человека, они изменчивы. Сны человека, они бывают хорошими, бывают плохими, и они мало когда бывают связаны именно с тем, что происходит или произойдет. Да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил то, что сон верующего 1/40 или же 1/60 часть пророчества, но, как правило, сны человека это лишь пережитки или же переживания его подсознания.
И поэтому стопроцентно является истиной только лишь сны пророков. Только лишь сны пророков. И то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, увидел это во сне, конечно же, многих это обрадовало. Почему? Потому что это 6-й год по хиджре. До этого, до хиджры и после хиджры, да, совершать умру было невозможно. Совершать хадж было невозможно. Мусульмане были в меньшинстве, мусульмане были бессильны, да, чтобы диктовать свои условия, там, убрать, там, это уберите, там, то уберите, этого идола вынесите из Каабы, там, и так далее, да, не могли этого делать. И поэтому их сердца, конечно же, были связаны со священными землями, их сердца были связаны с Каабой, но они этого не могли делать. И вот это вот, кстати, перекликается с нашей реальностью. Вот на сегодняшний день, да, у нас сейчас как бы пандемия была, да, сейчас вот опять говорят, там вторая волна, там и так далее, там половина стран в мире перезакрывались, никого не пускают и не выпускают, там и так далее, да. И многие мусульмане сейчас почувствовали это. Вроде бы и деньги есть, вроде бы как бы и возможности есть, но не могу поехать на хадж, не могу поехать на умру, потому что не разрешают, потому что не выпускают, потому что не впускают, потому что не организовывают, понимаете? Вот уже сейчас у нас вот подобные состояния, да, всего лишь 10 месяцев примерно, да, вот если смотреть с февраля, с марта, да, 10 месяцев всего прошло, но уже мусульмане по сей день испытывают уже очень большие тяготы. Именно с тем, что не могут посетить священные земли. А сподвижники 6 лет. 6 лет, начиная от хиджры, да, еще до этого тоже, да, не могли посетить, во-первых, их родной город, да, их священные земли, не могли этого сделать. И поэтому мы можем только понимать, да, можем только лишь догадываться, как им было сложно и как им хотелось совершить эту умру. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда это случилось, когда увидел сон, да, решил уже вместе со сподвижниками выйти на умру. И в этот сафар, в это путешествие, да, его сопровождала его жена Умму Саляма, а также 1400 сподвижников. 1400 сподвижников, и все они вышли из Медины, в микате Зуль-Хулейфа вошли в состояние ихрама, одели белое одеяние, и это для всех них была первая умра, которую они совершают после хиджры. И затем, в этот момент, они же едут совершать умру, они, как в то время полагалось, да, с собой не взяли много оружия. Только лишь то, что нужно будет в пути, да, там маленький нож, там еще что-нибудь, да, то есть то, что как человек вооружается в пути, чтобы было безопасно, там, от воров, там и так далее. Но полноценная амуниция, там различные там кольчуги, мечи, там и так далее, этого ничего не было. И затем, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, выступил, да, когда он был в Зуль-Хулейфе, и все входили в состояние ихрам, посланник Аллаха отправил Бусра ибн Суфьяна, сподвижника, в Мекку, для того, чтобы он посмотрел, оглянулся, разузнал, что там, как там Курайш, что они делают, что они собираются. Они наверняка услышали об этом, узнали, да, как они на это реагируют. И когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, уже дошел до города Осфан, да, это местность Осфан, она недалеко от Мекки, всего лишь 80 километров, это уже ближе к Мекке, да, к ним вернулся этот сподвижник, Буср, да, который уже побывал в Мекке, увидел, посмотрел, да, и он им сообщил то, что курайшиты, мекканские жители, они готовятся дать конкретную атаку, сильную атаку, да, они запретят мусульманам входить в Мекку, и более того, они что сделают? Они готовят уже конницу во главе с Халидом ибн аль-Валидом, чтобы как бы, не впустить, и если надо будет даже, как сказать, всех поубивать для того, чтобы остановить вот это вот шествие. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, начал совещаться со сподвижниками. И Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал: о посланник Аллаха, все равно давай выступим в Мекку и совершим умру, и совершим таваф вокруг Каабы,
и если же они будут нам противиться, мы будем сражаться, а затем пусть случится то, что случится. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, потом сказал: ладно, выступаем, идем с именем Аллаха. И затем, когда выступили уже из Усфана, посланник Аллаха изменил ход. Если раньше с этого города в Мекку сразу же шли напрямую, то посланник Аллаха сделал крюк. И избрал дорогу, которая является ухабистой, такой неровной, неудобной. И для конницы, для передвижения на конях, крайне неприятной, да, некомфортной. И для того, чтобы обойти Халида и его конницу, и его войско. И затем, когда он уже приблизился к Мекке, добрался до места Худайбия, до этого места, да, и его верблюдица, которую звали Касва, да, остановилась, отказалась дальше идти. И люди начали говорить: заупрямилась Касва, да, типа может побить там или погнать ее там или еще что-нибудь, да. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: нет. Это, говорит, не является обычным поведением этого животного, да. Она раньше такое не показывала, и поистине эту верблюдицу задержал тот, который задержал слона. В тот самый год, да, в год слона, когда йеменский правитель выступил с войском, в котором были военные слоны, чтобы раз и навсегда разрушить Каабу, разрушить ту святыню, которую почитали вообще арабы по всему полуострову. И таким образом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам, да, то, что это не просто так все происходит. Значит, Аллах субханаху ва тааля внушил верблюдице, чтобы она перестала идти, чтобы она остановилась. И после этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда уже понял то, что сейчас грядет какое-то совещание или же какая-то будет встреча, да, то есть они наверняка, мекканцы, увидев то, что посланник Аллаха остановился, разбил лагерь и в одеяниях и храма сидят в этом месте, да, они наверняка будут выдвигать какие-либо условия. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: клянусь тем, в чьей длани моя душа, чтобы они у меня не попросили, возвеличивая то, что объявил Аллах священным, то я соглашусь на это. Я соглашусь на это, и на самом деле это слова, которые являются очень важными. Иногда мусульмане, некоторые мусульмане, размышляют подобным образом, что вот я, мусульманин, я должен быть честен только со своими мусульманами. Остальных можно обкрадывать, обманывать там и так далее. Да? Вот я, мусульманин, должен выполнять данные мною обещания только лишь с мусульманином, а с остальными нет. Понимаете? Вот я мусульманин, я вот только как бы могу сотрудничать, кооперироваться там и так далее, только со своим себе подобным мусульманином, а с остальными нет. Нет. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, этими своими словами, он наоборот говорит, что кем бы ни был человек, мусульманин он или не мусульманин, если он выдвигает разумные и приемлемые какие-то цели, посланник Аллаха говорит, чтобы они у меня не попросили, и возвеличивая то, что Аллах считал священным. То есть, если они не попирают честь религии, если они не выдвигают условия, где есть как бы унижение чести религии, святынь, да, Аллаха или же еще чего-нибудь, да, если этого нету, тогда, если есть какие-то общие хорошие цели, нужно сотрудничать, нужно помогать друг другу, нужно совершать какие-то проекты, от которого будет благо всем абсолютно. И точно так же мусульманин должен выполнять свои обещания не только со своими мусульманами, но и с другими. Кому бы он ни дал свое обещание, он должен выполнить. И в дальнейшем у нас как раз таки там будут слова посланника Аллаха, где он открыто говорит, мы мусульмане, мы не поступаем вероломно. Мы не поступаем вероломно. Поэтому вот это вот распространенное, такое вот ошибочное понимание среди некоторых, да, то, что типа там кого угодно можно кидать, главное, чтобы мусульманин только не кинул. И то, не каждого мусульманина, а только того мусульманина, который со мной на волне, на одной волне. Вот с ним нужно быть честным, да, вот с ним, да. А остальным там... И, субханаллах, я сам бывало, в 2000-х годах был свидетелем того, как некоторые мусульмане из одной местности
из одного региона хвастались тем, то, что побили и ограбили мусульман из другого региона. Для меня это был вообще такой шок. Как такое вообще возможно? Он же тоже мусульманин, тоже верит в Аллаха, тоже совершает гайбадат, только из-за того, что он какой-то, допустим, там приезжий, там с такой-то республики, там и так далее, да, и что прям так еще так радовался этому, то, что вот ограбил, вот там у него снял, там стянул. Поэтому это, конечно же, является абсолютно неприемлемым. И тот человек, который совершил кражу или более того ограбил, да, среди бела дня, его покаяние, его действие не будет прощенным, оно не прощается, пока человек не выполнит все условия тауба. А в этом случае одно из условий тауба, чтобы он попросил прощения у того человека. Сделал это дозволенным, халялем, да, чтобы тот человек не оставил ничего на судный день. И поэтому это очень, на самом деле, очень опасная вещь. И после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил выступить первым. И что он сделал? Он, когда они находились в Худайбия, и с ним вместе был Усман ибн Аффан, это его зять, да, третий праведный халиф, один из богатейших сахабов был в то время и среди своих сородичей, да, и обладал очень, таких, как сказать, высокими родственными связями. То есть, если, допустим, человека из простой семьи, допустим, могли бы просто так там убить мекканские курайшиты, да, то его нет. Остановились бы, потому что у него очень много родственников, он из такой высокой семьи, он состоятельный и так далее. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, отправил в качестве гонца Усмана ибн Аффана для того, чтобы выдвинуть свои условия, то, что мы пришли с миром, мы не хотим воевать, мы хотим совершить умру, обход вокруг Каабы и так далее, и так далее. Зарезать свои жертвенные животные, сделать хурбан, а уж потом как бы вернуться к себе домой. Только лишь это. И затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил Усмана, и мекканские курайшиты задержали Усмана. С какой целью это было сделано, один лишь Аллах знает. Может, они хотели таким образом пощекотать нервы, я не знаю, да, может, или накалить обстановку, но они задержали его дольше, чем положено, не вернули его сразу. Конечно же, он был цел и невредим, ему никто не навредил, но его не отпускали. И прошло некоторое время, и тут пошел слух, то, что Усмана, гонца посланника Аллаха, вероломно убили. И получается, теперь выдвигается там войско там, или еще что-нибудь, да, из Мекки. И теперь как бы все, неминуемая смерть. И появились такие вот слухи, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда началось это распространяться, он призвал к клятве. Клятве на верность. Это бей'атур ридван называется, да. И это происходило следующим образом. Посланник Аллаха сидел возле дерева, да, в тени дерева, и каждый из подвижников подходил, мужчины подходили и брали его за руку, да, и клялись в верности, даже если это будет ценой их имущества или жизни. И женщины, они, конечно же, не здоровались с посланником Аллаха, не держали его руку, потому что прикасаться к посторонней женщине, которая для тебя не является ни близкой родственницей, ни супругой, да, это не дозволено. И поэтому эти женщины, они лишь стоя на расстоянии, повторяли то же самое, клятву верности. И Аллах субханаху ва та'аля вот про эту клятву верности упоминает в суре Фатх, победа. И, кстати, эта сура, она как раз-таки была ниспослана вот в это время, и именно она была предвестницей того, что скоро грядет очевидная и большая победа. Открытие Мекки, очищение Каабы от идолов и различных божеств. Аллах говорит в суре Фатх, в 18 аяте: «Лакад радияллаху анил му'минина идh юбай'унака тахта аш-шаджара». Аллах стал довольным теми верующими, которые клянутся тебе в верности под деревом. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. И он знал то, что находится у них в сердцах, у них в душе. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. И ниспослал на них успокоение, усмирение. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. И он наградил их ближайшей победой. И вот это вот, уважаемые братья, один из доводов тому, что тот человек, который поносит сподвижников,
Тот человек, который говорит то, что они лицемеры, к сожалению, есть и такие, да, люди, которые, как сказать, берут на себя смелость заявлять это, что тот человек, который плохо отзывается о сподвижниках, он, по сути, отвергает этот вот самый аят. Именно вот этот вот самый аят. Почему? Потому что количество сподвижников вместе с пророком в то время, в Худейбие, их было 1400. Это большая цифра. И тем более по тем меркам, это сегодня может быть 1400, допустим, это жители половины дома или одного дома, да, такого большого дома. Но раньше, в те времена, это было большое количество. И Аллах что сказал? Аллах говорит, Аллах доволен этими людьми. Аллах доволен этими верующими. И поэтому, если где-либо Аллах в Коране говорит, то, что Аллах доволен этим действием, Аллах доволен этим человеком, это означает то, что Аллах заявляет, что эти люди верующие, и то, что они окажутся в раю. И поэтому это один из неоспоримых доводов того, что сподвижники лучшие люди нашей уммы, которых восхваляет Аллах и которых радует раем. Аллах довольствуется теми верующими. И поэтому, уважаемые братья, это один из доводов того, что мы обязаны почитать сподвижников. Это требование нашей религии. Это требование того, в чем мы должны убеждаться. Но Курайш, они поступили как? Они отправили Урва ибн Мас'уда и Сухейля ибн Амра для переговоров. Эти два сподвижника, в то время они были мушриками, в то время они были многобожниками, да? В то время они представляли мекканских курайшитов, но впоследствии, через некоторое время, они оба стали мусульманами, оба стали сподвижниками. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел то, что двух переговорщиков, которых отправили мекканцы, одного звали Сухейль, что в переводе означает «очень легкий». То есть, субханаллах, да, люди действительно бывают некоторые трудные такие люди, да, и в общении, и в отношениях, а есть люди бывают легкие. И он как раз таки соответствовал своему имени, Сухейль, да, легкий. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда его увидел, он сказал: «Када сухиля лакум амрукум». Посланник Аллаха сказал: вам ваше дело облегчилось с этим человеком. То есть то, что последует за этим, будет намного легче. И после этого Сухейль начал как бы заявлять требования мекканцев, такие-то, такие-то требования там и так далее, и пришли к решению, и начали записывать. И сообщается в сборнике Муснада имама Ахмада, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказал Али ибн Абу Талибу записывать требования этого перемирия. И посланник Аллаха диктует, Али записывает. Посланник Аллаха говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим». То есть самое первое слово, с чего нужно начинать, да? И Сухейль, который в то время, он еще был многобожником, он говорит: нет. Кто говорит такой Ар-Рахман? Мы, говорит, не знаем, кто такой Ар-Рахман. Пиши «Бисмика Аллахумма», с именем твоим, о Аллах. И как раз таки вот здесь вот тоже является показателем того, что многобожники отрицали, отвергали некоторые имена Аллаха. Они знали то, что это имя Аллаха, но не это отрицали. И поэтому это лишь говорит о том, то, что у них в их душах была ненависть, в их душах было вот это противоречие всему тому, что у мусульман, да, и поэтому они отрицали и это имя Аллаха. Бисмики Аллахумма. И затем посланник Аллаха приказал: Али, стери, говорит, запиши бисмики Аллахумма, запиши так, как он диктует. Дальше посланник Аллаха диктует и говорит: пиши это, к чему согласились или на чем остановились Мухаммад, посланник Аллаха. И тут опять Сухейль возражает: если бы, говорит, мы знали, что ты посланник Аллаха, мы, говорит, не запрещали бы тебе посетить дом Аллаха, Каабу, да? Мы бы тебе не запретили, и мы бы не стали сражаться с тобой. Но пиши Мухаммад ибн Абдуллах, пиши по имени, по отчеству, да, Мухаммад ибн Абдуллах. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и здесь согласился. И здесь согласился, и что сказал? Клянусь Аллахом, я на самом деле являюсь посланником Аллаха, даже если вы считаете меня лжецом. Пиши же, о Али, Мухаммад ибн Абдуллах. И тут приводится история также, как бы именно в этом хадисе, в других сборниках, то, что Али здесь отказался выполнять приказ посланника Аллаха. На бумаге
в соглашении сначала было написано Мухаммад, посланник Аллаха, это слова истины, это слова истины. Это основа нашей религии, это основа нашей религии. И посланник Аллаха говорит, стери это, напиши по-другому. И Али отказался здесь делать. Я, говорит, не буду это стирать, о посланник Аллаха. Это же хак, это истина. Как я могу стереть что-то, да, и отказаться, отречься от этого? И тогда посланник Аллаха сказал, покажи мне, где это, где эти слова. Али показал, и посланник Аллаха сам своими руками это стер. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как мы знаем, он был, не умел читать и писать. И Аллах субхану ва тааля специально сделал так, предопределил так, чтобы не говорили, что Мухаммад поэт, автор там и так далее, то, что он сам пишет, сам сочиняет, или же прочитал где-то и потом написал, да. Посланник Аллаха не умел ни читать и не писать. И более того, когда в одном из событий, когда рыли ров у битвы Хандак, да, посланник Аллаха пытался даже стихи составить, стихи скандировать, да, но даже это не смог. И Абу Бакр ас-Сиддик, когда услышал то, что посланник Аллаха рассказал двустишие, в которой не было рифмы, он говорит, субханаллах, поистине ты действительно являешься пророком, да? Если бы ты был бы поэтом, ты бы по-другому сказал бы, и рифму подвел бы, да? Однако, Коран, который был ниспослан аят за аятами, сура за сурой, иногда окончания аятов, они рифмованы, да? Но ты, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, о посланник Аллаха, в обычных словах, в обычных стихах не сможешь привести даже рифму. И поэтому Абу Бакр еще раз удостоверился, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, истинный. Дальше, к чему они пришли? Дальше что они начали писать? Там было много условий. И одно из условий этого соглашения, что тот человек, что это соглашение заключалось на 10 лет. Перемирие было на 10 лет. И то, что мусульмане должны в этом году умру не совершат, в этом году не будет умры, будет умра на следующий день. Когда начали обсуждать, почему это так, Сухейль сказал, если мы, говорит, вам сейчас разрешим войти в Мекку и совершить умру, тогда, говорит, все арабы, которые населяют арабский полуостров, они будут говорить, курайшиты прогнулись под мусульман, они показали слабину, разрешили Мухаммаду, поэтому нет. В этом году мы вам не разрешим, только на следующий год уже совершите так, как вам полагается. И далее также обусловились на том, что если от курайшитов к мусульманам в Медину придет кто-нибудь из переселенцев, родственники которого будут против этого, то вы будете обязаны их вернуть обратно в Мекку. Но если кто-нибудь из Медины, из числа мусульман вернется в Мекку, мы вам не будем возвращать его. И мы вам не будем возвращать его. И затем случилось удивительное. Вот с этот самый момент, когда все это писалось, да, Абу Джандаль ибн Сухейль ибн Амр, сын этого самого Сухейля, сбежал из плена из Мекки. Его отец, когда принял ислам его сын Абу Джандаль, он избивал его, связал его, держал его в заперти, не отпускал его к мусульманам. Не давал ему переселиться, не отпускал его в Медину. И когда отец его здесь был, встречался с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, тот вырвался из плена из Мекки, он же знал, то, что в Худайбии посланник Аллаха и сподвижники, да, и прибежал туда. Он был закован, да, весь связан, да, но смог вырваться и прибежал туда, как раз в это время. И потом, когда Сухейль увидел это, он говорит, я, говорит, дальше с тобой не буду продолжать, о Мухаммад. Пока ты, говорит, не выполнишь, вот первое это самое условие. Вот я первый, кто требую от тебя, чтобы ты вернул переселенца, родственники которого против его переселения. И там, субханаллах, дальше произошло то, что многие сподвижники, да, видели все это, да, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приказал вернуть Абу Джандаля его отцу, мекканцам. И многих сподвижников это всколыхнуло, многие сподвижники стали недовольны, да, почему, разве мы не на истине? Разве ты не являешься посланником Аллаха? Разве Аллах не возвеличил нас религией ислам? Почему мы должны возвращать его? Он же как раз таки спасается именно от того самого унижения, от тех самых бед. Да? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, затем сказал Сухейль, сыну Сухейля, Абу Джандалю, да,
он говорит: «Исбир вахтасиб», да, терпи и надейся на награду Аллаха. Быть может, Аллах тебе и тебе подобным слабым, оказавшимся в затруднительном положении, быть может, Аллах даст облегчение в самое скорое время. Но мы, мусульмане, мы не можем поступать вероломно против наших условий, против тех условий, которые мы дали. Вот это вот слова посланника Аллаха Абу Джандалю, да, и посланник Аллаха был вынужден вернуть Абу Джандаля его отцу, но затем, впоследствии, да, Абу Джандаль, он все равно еще раз он вырвался из плена своего отца, но он уже не переселился в Медину, а ушел в сторону побережья, и после этого их сформировалось там несколько людей, они начали нападать на караваны мекканцев, да, отбирать их имущество там и так далее, пока в итоге мекканцы не попросили у посланника Аллаха: все, забери этих людей к себе, мы все согласны, лишь бы они оставили нас в покое, лишь бы они нас больше не беспокоили, не трогали наше имущество и так далее, и разрешили, чтобы они присоединились к мусульманам в Медине. И вот в этот самый момент несколько сподвижников выражали свое недовольство, среди которых был Умар ибн аль-Хаттаб. Умар ибн аль-Хаттаб, второй праведный халиф, один из ближайших к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, людей, можно сказать, второй его визир, да, после Абу Бакра. И он говорит: ты разве не являешься посланником Аллаха? Посланник Аллаха говорит: да, я являюсь посланником Аллаха. Разве мы не на истине? Он говорит: да, мы на истине. Аллах облагородил нас религией ислам. Но я, говорит, являюсь посланником Аллаха, и я не буду противоречить приказу Аллаха. То есть, все, что это было совершено, все вот эти вот соглашения и перемирия, это все было выполнено по приказу Аллаха. И затем впоследствии, да, те сподвижники, которые перечили пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, они очень сильно из-за этого переживали. Очень сильно переживали то, что они не подчинились посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что они не выполнили его требования, да, и то, что они, получается, говорили вот подобные слова. И даже про Умара говорится, что Умар ибн аль-Хаттаб, когда уже прошло много времени, он долгое время пребывал в состоянии страха из-за того, что Аллах нашлет на него наказание за его слова, которые он говорил в день Худайбия посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он говорит, когда уже много времени после этого прошло, он говорит: я, говорит, продолжаю пастись, говорит, и давать садака, говорит, и освобождать рабов для того, чтобы стереть то, что я совершил. Из-за опаски и боязни тех самых слов, которые я произносил в тот самый день. И поэтому Умар ибн аль-Хаттаб и после этого, да, когда делал хадж, его знаменитые слова, когда он совершал тауаф вокруг Каабы, да, и подошел к черному камню. Он не стал ни обтираться, ни что там, да, ни там говорить, там, возьми мои грехи, там, и так далее. Он подошел, поцеловал и отошел от него и сказал свои знаменитые слова: поистине я знаю, что ты просто камень, который не вредит и который не приносит пользы. Но если бы я не видел, как посланник Аллаха целует тебя, я бы никогда не поцеловал тебя. И вот это вот как раз таки является примером того, как Умар, осознав свою ошибку, уже в дальнейшем ни на шаг не отступал от того, что делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого что произошло? После этого, когда завершили это перемирие, уже Аллах субханаху ва та'аля даровал облегчение верующим. И уже через 2 года, да, через год, это было все в 6-м году, в 7-м году им разрешили сделать умру, они сделали, и уже в 8-м году, там была тоже череда событий, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, без крови, без каких-либо боев, вошел в Мекку с 10-тысячным войском, да, а этому предшествовало вероломное нарушение этого соглашения мекканскими курайшитами, да, они нарушили этот договор, когда убили чтецов Корана, да, это тоже очень длинная история, нарушили этот самый договор, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, за это нарушение, да, он уже решил раз и навсегда остановить это, да, и открыл Мекку, очистил Каабу, и уже жители Мекки подчинились посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стали мусульманами. И поэтому
Аллах Субханаху ва Та'аля вот именно в эти события не спаслал суру Фатх, где он предвещал великое облегчение, великую победу, которая последует. И даже Абдуллах ибн Мас'уд, он говорил: вы, говорит, считаете победой именно открытие Мекки, а мы, говорит, все считали победу именно то самое соглашение при Худайбии, то самое перемирие при Худайбии, условия которого вроде бы и выглядели как унизительные для мусульман, но по сути итог их, он оказался величайшим облегчением, победой для мусульман от Аллаха. И поэтому вот это вот событие, которое произошло тогда, вот в этот день, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после этого всего, когда все уже переговорщики ушли, да, и заключение было совершено, посланник Аллаха вышел к людям и сказал: люди, все, в этом году умры не будет, поэтому сбривайте ваши волосы и режьте ваших жертвенных животных. И, субханаллах, никто из подвижников не шевельнулся. Пророк им приказывает и говорит: сделайте, побрейте волосы и зарежьте жертвенных животных. Никто не пошевельнулся. Второй раз повторяет: люди, постригайте ваши волосы, сбривайте ваши волосы и режьте жертвенных животных. Опять никто не пошевелился. Третий раз это сделал, повторил. Никто не шевелится. И тогда посланник Аллаха в злом виде, да, заходит обратно к себе в палатку и жалуется своей жене Умму Саляма и говорит: что случилось с людьми? Что случилось? Почему они отказываются выполнять приказы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? И вот тогда Умму Саляма, мать правоверных, жена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, очень мудрая женщина, она сказала: о, посланник Аллаха, не говори им ничего. Выйди сам и сам сбрей свои волосы, сам зарежь своих жертвенных животных и больше ничего не говори. И вот когда он вышел после этого опять, и перед всеми, у всех на глазах начал сбривать свои волосы, и начал забивать скот, который он принес для жертвы, да, все остальные уже подчинились его, последовали его примеру, его действиям, и то же самое начали сбривать волосы для того, чтобы выйти из состояния ихрам, да, и резать жертвенных животных. И вот здесь вот, уважаемые братья, нужно, во-первых, учесть то, что вот у нас есть такой стереотип, да, распространенный, то, что если и советоваться с кем, это только с мужиками, особенно с пожилого возраста или такими повидавшими жизнь, да, а женщина, что она женщина, да, с ней там о бабочках только можно разговаривать там, или там женщина, ступай там на кухню, твое место на кухне там и так далее. То есть пренебрежительно относятся к своим женам, к своим дочерям, да, то есть в целом женщинам. Вот это вот на самом деле является большой ошибкой. Аллах Субханаху ва Та'аля, когда призывает нас советоваться с кем-то, да, Аллах не делит людей. Советуйтесь только с мужчинами, советуйтесь только с такими. Нет. Аллах говорит, чтобы советоваться в целом с людьми. Мужчина он или женщина. В суре Шура Аллах Субханаху ва Та'аля в 38-м аяте говорит: «Валладина стаджабу ли раббихим, ва акаму ссалата, ва амрухум шура бейнахум, ва мимма разакнахум юнфикун». И те, которые, здесь говорится о верующих, те, которые ответили призыву их Господа и стали выполнять молитву, и они советуются между собой. Вот здесь вот Аллах не делит, советуются между мужчинами, между старейшинами там и так далее. Что Он говорит? Между собой. И которые выплачивают подаяние из того, что они зарабатывают, из того, что они имеют. Аллах говорит про верующих. И поэтому пример Умму Саляма говорит нам о том, что посланник Аллаха, а он среди нас кто он? Да? Он самое любимое создание Аллаха, самый наилучший среди людей, самый наилучший среди всех пророков и посланников. Даже он советовался со своей женой. И поэтому никто из нас не имеет права пренебрежительно относиться к женщинам. И каждый раз, когда человек будет говорить подобные слова, пусть примеряет это на свою мать. Хотел ли бы он, чтобы его любимую мать точно так же попрекали и говорили там: эй, ты ступай там, иди там в огород копай, там, иди там это делай, да, иди там кухне там пирожки готовь, да? Нет. И поэтому
К сожалению, вот, некоторые из нас очень сильно уважают и ценят своих матерей, но в отношениях со своей супругой проявляют полное противоречие на 180 градусов. Субханаллах. И какой после этого пример показываем мы тоже нашим детям. Поэтому уважение и точно так же совещание, да, в каких-либо вопросах тоже должно обязательно быть. И как это действие, на самом деле очень мудрое действие, подсказала Умму Саляма. И на самом деле, вот действительно так, то что у нас в жизни, да, иногда возникают различные ситуации, когда наши дела, наши действия, да, они намного красноречивее, чем наши слова, чем наши какие-то проповеди, да, это я вам как хазрат говорю, да, поэтому и у всех у нас есть какие-либо недостатки, да, и вот все мы должны следить, то, чтобы как бы наши слова не опережали наши дела. И в отношениях, и в разговорах, и так далее, да, чтобы наши дела это тоже подтверждали. И люди, особенно те, которые, как бы сказать, за нами наблюдают, я сейчас говорю про соседей наших, да, которые за нами наблюдают, которые видят нас утром каждый день на лестничной площадке там, и так далее. Вот когда мы им хотим показать красоту ислама, в первую очередь нужно показывать именно своими действиями. Радушием, здороваться, как ваши дела, иногда, быть может, даже каким-либо образом помогать, гостинцы там и так далее. То есть хорошие добрососедские отношения. К сожалению, многие люди, для многих людей является препятствием того, чтобы они стали мусульманами, именно поведение самих мусульман. Вот что их отталкивает. Потому что мусульмане не заботятся именно о своем поведении, о своих поступках. И поэтому, если мы будем более приветливыми, если мы будем более такими доброжелательными, и если мы вот наши слова будем выполнять, исполнять и в наших делах, иншаллах, это для многих людей послужит хорошим примером. И также, уважаемые братья, нужно сказать, что, как я уже вам говорил, да, что после этого события, когда произошло в Худайбие, уже многие сподвижники были, как сказать, уже боялись в чем-либо противоречить посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому у нас в жизни часто так бывает, когда происходит какое-то событие, молодые из-за своих эмоций, из-за своей горячести, они говорят, да нужно там это, вперед, там Аллаху Акбар, и так далее, да, именно опираясь на свои эмоции. А как раз-таки какие-то вот такие вот экстраординарные события, да, они как раз-таки требуют того, чтобы человек твердо и хладнокровно все это оценил, как поступать, как там и так далее. Вот как, например, вот, в Европе постоянно случаются, да, там, с оскорблениями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек, который там совершил этот самый поступок, да, отрезал голову, это мерзкий поступок, так не нужно было делать. Да? Он думал, то, что он защищает религию, защищает честь пророка, а в итоге сделал им во много раз все хуже. И поэтому мы должны понимать то, что любое действие, которое человек совершает, он должен тщательно подумать, что он делает. Он должен посоветоваться, он должен обратиться к знающим людям. Обратиться к тем, которые обладают большим жизненным опытом. Потому что, когда случается фитна, смута, да, как решить эту проблему, знают только лишь ученые с большим жизненным опытом. А когда заканчивается фитна, уже постфактум, да, вот она уже прошла, в конце уже каждый понимает, оказывается, нужно было так поступать. Оказывается, нужно было так поступать. А вначале-то нет. Вначале было сколько людей, столько и мнений, и к мнению ученых мало кто придерживался, мало кто прислушивался. Все там действовали от своих горячих там сердец, от горячих голов. И поэтому перемирие при Худайбие точно так же является показателем того. Сподвижники тоже, положившись на свое горячее сердце, сказали, как о посланнике Аллаха, это же унижение, что за условия такие, да? Я не буду это стирать. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, действовал по тому, как ему указал Аллах, субханаху ва тааля, и это в итоге оказалось самым правильным решением. Если в итоге как бы сподвижники настояли бы на своем и пошли бы в Мекку, у них с собой ничего не было абсолютно. У них были лишь очень малое орудие, которое человеку нужно только лишь в пути.
Там, может, не знаю, может ножик какой-нибудь, там, может еще что-нибудь, да? Но у них не было достаточного количества оружия. А мекканцы, они в то время, они были, как сказать, в полной амуниции, в полном этом, да? Они бы просто бы покрошили бы всех мусульман, к сожалению. И поэтому действия посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, показывают нам то, что это было самым наилучшим решением. И последнее, то, что я хочу сказать, Урва, который выступал переговорщиком от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он, когда вернулся, рассказал людям и говорит: я бывал у многих королей на приеме, у многих правителей, у многих императоров, но, говорит, так, как возвеличивают Мухаммада его сподвижники, я такого доселе не видел. И сподвижники, которые были рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, они оказывали почет, оказывали уважение так, как даже не возвеличивают ни императоров, ни правителей и так далее. Это очень сильно поразило Урва. И там даже сообщается, то, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, брал омовение, тахарат, да, сподвижники буквально ругались друг с другом, чтобы забрать остатки воды, которые капают с его тела. Ругались между собой. Почему? Потому что все, что касается тела посланника Аллаха, в нем есть баракат. Части тела, то есть волосы там и так далее, в нем есть баракат, если это можно 100% доказать, то, что это именно принадлежит посланнику Аллаха. Если это можно доказать, тогда да. И в этом, несомненно, есть тахарат, баракат. И сподвижники ради этого бараката, они даже ссорились между собой. И поэтому вот этого переговорщика очень сильно удивило то, как относятся сподвижники к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. И пусть Аллах субханаху ва та'аля сделает это событие для нас большим уроком. И пусть Аллах субханаху ва та'аля дарует нам мудрость и правильное понимание, благое понимание того, что нас окружает, тех событий, через которые мы переживаем. И пусть Аллах субханаху ва та'аля одарит нас хорошим жизненным опытом, и чтобы мы стали примерами для тех, которые нас окружают, а также для последующих для нас поколений. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.